Депутаты Сухумского городского собрания утвердили бюджет города на следующий год. В заседании принял участие глава администрации Тимур Агарба. С проектом бюджета каждый из вас ознакомлен. Большую работу мы провели с комиссией, с Дмитрием Леонидовичем и отдельно со многими депутатами. Основные параметры бюджета вам известны. Увеличение по соотношению к 2025 году на 174 миллиона рублей, 130 из которых мы направили на увеличение заработных плат работникам здравоохранения, образования, культуры, спорта. Что хочу сказать, из тех возможностей, которые есть у нас, у нашего бюджета, мы постарались оптимизировать какие-то направления для того, чтобы усилить работу администрации и наших подведомственных организаций. Почти половина бюджета города, 1 миллиард 75 миллионов рублей, это фонд заработных плат. 4160 штатных единиц обеспечиваются из бюджета города. Средняя зарплата 21,5 тысячи рублей. О параметрах бюджета рассказал начальник управления финансов Алхас Лагвелава. Национальная экономика, общая сумма на этот раздел предусматривается в размере 187 миллионов 471 тысяча рублей, что опять-таки почти на 100 миллионов меньше показателей текущего года. Жилищно-коммунальное хозяйство по разделу предусматриваются средства в размере 552 миллиона 727 тысяч рублей, что на 38 миллионов рублей меньше опять-таки показателей текущего года. На образование предусматривается в размере 806 миллионов 461 тысяча. Рост составляет 61 миллион. Здесь рост обусловлен тем, что будет повышение заработной платы педагогическому персоналу на 10%. Именно в средних школах педагогический персонал. На здравоохранение предусматривается 196 миллионов 858 тысяч рублей, что на 42 миллиона 630 тысяч больше показателей текущего года. Здесь также повышение идет по врачам, по среднему медперсоналу, по культуре и искусству. Сумма предусматривается в размере 33 миллионов 617 тысяч рублей, что на 3 миллиона больше. Здесь также предусматривается рост заработной платы по библиотекарям. Физкультура и спорт. Предусматривается сумма в размере 92 миллионов 466 тысяч, что на 19 миллионов 875 больше по показателям текущего года. Здесь также идет рост заработной платы по тренерскому составу полностью по городу. Также еще увеличили здесь сумму на спортивные мероприятия и на молодежные мероприятия. Социальная политика. Сумма предусматривается 88 миллионов 756 тысяч рублей. Она, в принципе, соответствует этому году. Председатель горсобрания Дмитрий Осия рассказал также о направлениях, для которых выделено дополнительное финансирование на следующий год. Повышение дотации МУПу троллейбусное управление города Сухум на уровне 20 миллионов рублей. Как вы знаете, Санкт-Петербург подарил нам 10 троллейбусов. Тимур Михайлович про это рассказывал. И сегодня это большое подспорье для нашего общественного транспорта. И чтобы они благополучно могли функционировать, было предусмотрено вот это вот увеличение безвозмездной помощи данному МУПу. Также хотел обратить внимание, что по бюджетной классификации подраздела 0405 сельское хозяйство было увеличено на бездомных собак до 5 миллионов рублей расходы с бездомными собаками. Проблема в городе стоит. Тимур Михайлович также говорил, что чуть будет увеличен и сам барьер для собак. И также по бюджетной классификации коду 1001 физическая культура и спорт по просьбе к администрации города, к депутатам Сухумского городского собрания со стороны тренеров будет приобретена машина, которая будет позволять возить команды на выезды. На эту машину предусмотрено 2,5 миллиона рублей. Депутат Иналтужба отметил, что столице необходимо больше средств на ремонт и строительство. Город Сухум обслуживает Сухрайон.
обслуживает Курильский район. Получается 30% людей по той статистике, что на сегодня дали, обслуживаем мы. Если в денежный эквивалент по заработной плате переводить, это около 160 миллионов рублей только в образовании. По поводу транспорта. Наш транспорт является не только внутригородским, но еще и республиканского масштаба. То есть у нас есть рейсы, которые мы делаем за городом. То есть какая-то часть денег уходит и здесь тоже. В связи с этим, подытоживая слова моих коллег, что были ранее сказаны, я обращаюсь к распределительному республиканскому бюджету. Сухум мы обязаны датировать. Проблема в том, что мы теряем огромное количество денег на фонде заработной платы, и при этом на строительство закладываем всего более 100 миллионов рублей. Если по-другому говорить, то условно даже на мой первый округ 100 миллионов рублей 100% не хватит, чтобы чувство привести его. Поэтому лишь за счет республиканских средств мы можем, если они нам их распределяют правильно, датировать нас, то мы можем увеличить статью по строительству. Либо есть второй выход, есть налоги, которые были забраны, которые перевели в республиканский бюджет. Если их просто вернуть обратно к городу, то, я думаю, нам будет намного легче. Нас даже не придется датировать. Депутаты Горсобрания также утвердили новые требования к получателям пособий по рождению ребенка, а именно наличие сухумской прописки у обоих родителей не менее 3 лет до дня назначения пособия. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.